Дорогие уважаемые братья и сестры, мы сегодня приветствуем всех вас на духовно-просветительском вечере «Лакия» вчера, сегодня и завтра. В хадисе пророка, мир ему благословения, сказано: «В своем милосердии, любви, сочувствии по отношению друг к другу верующие подобны единому телу. Ведь когда одну из частей его поражает болезни, то все тело отзывается на это бессонницей и горячкой». Эти слова особенно ясно звучат сегодня, когда мир все чаще сталкивается с разобрушенностью и растущими противоречиями. Призыв к единству остается лучшим путеводителем для каждого, кому близки высокие гуманистические идеалы ислама и его вечные духовные ценности. Для Дагестана ислам не только религия, это живая часть культурного кода, опора России, фундамент прошлого и значимая опора настоящего. И когда мы говорим о будущем республики и перспективах лакского народа как важной части большой дагестанской семьи, мы смотрим вперед, опираясь на заветы наших благородных предков. Недаром сказано: «Не отказывайтесь от своих отцов, ибо тот, кто отказывается от собственного отца, падает в неверие». Память о предках – это не только уважение и прочный фундамент для созидания грядущего. Наш пророк, мир ему благословение, предупреждал, что время сожмется, знание будет устранено. Распространится смута в сердцах, появится скупость и умножится раздоры. К сожалению, мы не раз видели подтверждение этим словам. И лучшая защита от подобных испытаний – единство, сплоченность и чистые намерения народа. «Говори благое или молчи», завещал посланник Аллаха. А в Коране сказано: «Опережайте же друг друга в добрых делах». В этих словах нравственный ориентир, который может стать настоящим жизненным кредо каждого из нас. Дорогие уважаемые братья и сестры, к микрофону для чтения Корана под Заур Салихов просим пройти в центр Дворца торжеств Европа. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Дорогие уважаемые братья, уважаемые сестры, все, внимание на экран. На пестром ковре народов мира Дагестан всегда смотрелся особняком, потому что трудно найти еще такую точку на карте планеты, где бы на столь малой территории был сосредоточен максимум исторического, культурного и этнического достояния, союз братских народов, объединенных одной историей, менталитетом и верой. В многоцветие дагестанской палитры ярким неповторимым штрихом вписан в историю горного края лакский народ, живущий в сердце горного Дагестана. Народ-труженик и народ-созидатель, давший малой родине, горному Дагестану и большой стране, необъятной России, великое множество славных сынов и дочерей. Лакцы славятся как отважные воины, прекрасные земледельцы и ремесленники, ювелиры, гончары, канатоходцы. Где бы они ни прилагали свои усилия, везде добиваются выдающихся успехов. Государственность лакцев на территории современного Дагестана имеет давние корни. Казикумухское шамхальство является древнейшим государственным образованием страны гор, и на протяжении многих столетий оно было одним из самых могущественных, играя ключевую роль в историческом процессе. Не случайно в его столице Газикумухе была построена в 778 году вторая по древности в России мечеть. Именно Лакия стала первым форпостом ислама в Дагестане и воротами, через которые новая религия распространялась на евразийском пространстве, территории современной России. Кстати, в 15 веке в Кумухе жил, проповедовал ислам и умер известнейший ученый арабо-мусульманского мира Ахмадуль-Ямани, крупный религиозный деятель, мударис, переписчик рукописей и распространитель религии. В исламском мире известен и шейх Зайнуддин аль-Хадж Али аль-Кабир, сын Мухаммада аль-Казикумухи от Дагестане. Он был выдающимся ученым, современником шейха Ибн Хаджара аль-Хайтами и написал книги по акиде, фикху и тарикату, известные в Дагестане как Мухтасар. Муртазали хан, правитель Казикумуха, сын Сурхай хана I, был одним из командующих объединенными силами горцев в войне с Персией, когда армия дагестанцев нанесла генеральное поражение грозному иранскому шаху Надиру в Турчидакской битве в 1741 году. Лакцы сыграли в этой исторической победе далеко не последнюю роль. Ассаламу алейкум. Аллил сахира салакрал жамат. Хакан жулабоуту не бурува. Диндалу шулупаса мероприятие поддержать вам. Жулла инсан талгун пути будзана диндалу кон. Вейва адетру. Жулла уймур чарудуллей. Хитва хиjdin din losуста жуллалек ми хама битан қабучестар. Утнигува хаканус сабатомри какандуллей бур Живому куллива нейбуса. Сенан на консульбусирдулуннор. Диндалун жувак куйбанниса. Просветительские работы му кинну куйса знаниятту. Улшиву чавудуллей мужум макинсар. Дорогие уважаемые братья, уважаемые сестры, к микрофону для приветственного слова я хочу с большим удовольствием пригласить внимание председателя Совета имамов Новолакского района, уважаемый Абдулла Хаджи Магомедов. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Уважаемые братья и сестры,
Сегодня я хочу рассказать вам о человеке, который внес бесценный вклад в развитие и распространение исламской науки на территории лакских земель. Это Ахмад ибн Ибрахим аль-Ямани. Он был известным ученым из Йемена, знатоком исламской юриспруденции, корановедения и других шариатских наук. И у него был титул Саид. Это указывало на то, что он был потомком пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И также одно из его достоинств, то, что он преподавал в самом престижном и популярном университете Аль-Адхар, который находится в Египте. И вот в начале 15 века халиф Му'тадин II отправляет его в Дагестан, чтобы возродить то положение, которое пришло в упадок после нашествия татаро-монгол. Он, Ахмад аль-Ямани, переплывает Каспийское море на паруснике и прибывает в Дербент. Находится там некоторое время и уже оттуда направляется в Гази-Кумух. И там он уже начинает возрождать исламскую науку. Вот благодаря его усилиям и стараниям образование в Кумухе начинает расти. Он организовал учебный процесс и побуждал тоже местных жителей, чтобы они тоже участвовали в его развитии. И люди уже, вот жители Гази-Кумуха стремились к знаниям, все больше стремились к знаниям, к духовному росту. И его наследие Ахмаду Ямани по сегодняшний день приносит плоды. Ахмаду Ямани покинул этот мир в 1450 году в Гази-Кумухе и там же был похоронен. Его зиарат посещают и по сегодняшний день люди. И во времена Кавказской войны, когда имам Шамиль, когда у него бывали сражения рядом с Гази-Кумухом, он своим близким людям говорил, что если я здесь погибну, вы обязательно меня похороните рядом с Ахмадом Ямани. Вот таким достоинством обладал этот великий праведный ученый Ахмад Ямани. И одним из его последователей был Али аль-Кабир. Он был из Гази-Кумуха, еще при жизни был широко известен в странах Востока. До наших дней дошли несколько его произведений, и самое известное из них это Мухтасар. Эта книга, она имеет такую популярность, что является в Дагестане одной из самой распространенной книги. Она была издана на арабском языке и на других языках народа Кавказа. По этой книге уже на протяжении стольких лет и даже на сегодняшний день обучаются студенты в учебных заведениях. И не только Дагестана, но и России. И подытоживая, тоже скажу, что вот благодаря этим двум выдающимся личностям в лакских районах процветало образование и духовность. И дальше распространялось в другие районы Дагестана. Расскажу один случай, который произошел. Вот в Цумадинском районе есть такое село, которое называется Хуштада. Один житель, у него произошел конфликт, и он переселился оттуда в Гази-Кумух. Он принял ислам. После некоторого времени он вместе с жителями Гази-Кумуха возвращается в свое село, и они доводят ислам уже до жителей Хуштада. Они все абсолютно принимают ислам и сразу же назначают правителя, первого мусульманского правителя, и уже оттуда ислам распространяется в андийские и цумадинские села. Вот такими сильными и крепкими духом были наши праведные предки в эти славные времена. И вот история тоже свидетельствует, что когда в обществе религия и духовность имеют важное значение,
то в таком народе нравственность и жизненный уклад всегда процветает и достигает высокого успеха. Пусть Всевышний Аллах даст нам тауфик тоже возродить эти времена, чтобы мы тоже жили в благополучии и в процветании. Аллахума амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Дорогие уважаемые братья и сестры, далее для приветственного слова я хочу пригласить к микрофону человека, который прямым рейсом из Стамбула, прямым рейсом из Турции сегодня оказался здесь, в столице Республики Дагестан. Лауреат международной премии Мавляна Руми в области культуры и искусств. Город Стамбул. Обладатель титула «Золотой голос Востока» ЮНЕСКО. Народный артист Республики Дагестан. Композиция о Кумухе. Ахмед Ахмедов. Esselamu aleyküm ve rahmetullahu ve berekatuh. Khirassa ineveç evinu çankinu kurselekral ahali dinnerul ussurval surval. Ya Rabbi ya Allah harişuri ukun sabaka sevabırtay. Beden jummanasi uqakunnav. Bucavun yerlagabu kharisakunnav. Ökkimur arxvannav, çereetmur arxvannav, huymur khallilmur jummagam buvannav. Vajul ve haqqinu lekral milletrel meclis bur. Nukubassa galgat alal okusa kutsuy lekreyeto galgat busley busin qaşaysar. Laqissa maqkutanu uçin lekral vatan okusa cümel deknivun buttal qatta buttal şaravalo buttal kanu butta urhiçnay. Vatan şey, vatan daqqanal dingu daqqasar çeysar. Nettula urmulu vetusse ta ibratransa xavar businna. Dol kunama ersur İstanbullal Üniversitet Kurtalbunut ana aspiranturali maqamaqmur kursrabu. Munal naučni rabotniknal munakhundullundiya Osmanski imperialul arxivirtavatular sussa Arzuxal Kilçimma Mustafa İrannavun Persiyanavun Seferdeni Hennin Şimexiyel Beylerbey Qarabağullal Beylerbeyt içi üçünü bor. Julagumuçiyal Xan Luğren okunu bor. Bu sekutü üçün natal Gazi Kumuk ve Dağıstan Padişahı Padişah Gazi Kumukha и Дагестана. Если другие местные управленцы, вассалы Османской империи были обозначены просто как ханы, Газикумухский хан был обозначен в этих документах как царь царей, падишах. Цува Османнал султанненгу падишахри учейса. Мухсамукун бусроуса мухсамукун цабахтулса бюкун буржула буттакол. Ve ne ki xumme güç absa zatru bu sin xunsar. Jula azizse İslamral İdos Hazretul Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerrem reytu Medine-i Münevver'den hicretre neyse cumal Medinelul ahalinel ve neva makannelухun jula khirese İdos huna oqunu or. Mu ve jula gazigu muçyeşel daha budunu uttizu ihtiyar dulurçan zun uçinnet yure. İslamirel bargı büyütuni Mekke Medine Keveli Leyletul Kadri'lir kusseri İne soni khakhe bartubers İne dek nihivu padişah İne hezratul Muhammed Ya İdos ya peygamberi
وزيخومك قوني ميزترابو كرخيتون أكبر شيني مسجد الأقصى كعبالي آية الكرسي كيساري إنا السوني خبرتو بس إنا دك نبو padişah Allah dine Hazretul Muhammed ya İdos ya peygamberi yine savuni habertu bez yine dek nibu padişah yine Hazretul Muhammed ya İdos ya peygamberi. الشهري خلي السائر سرود شرود جابوا السر بدلوا دفنيبو منا خابوا بني سازقلو إينا السوني خبرتو برس إينا دك نهبو padişah إينا Hazretul Muhammed ya İdos ya peygamber. Народный артист Республики Дагестан Ахмед Ахмедов. Дорогие уважаемые братья и сестры, мы продолжаем. Сейчас к микрофону хочу пригласить человека, без которого не проходит ни одно культурно-просветительское мероприятие, ни один подобный вечер в нашей республике, да и по всей нашей стране. Доктор исламских наук, заместитель муфтия Республики Дагестан, уважаемый Мухаммад Кахибский. Под громкие аплодисменты просим вас пройти в центр зала. Ассаламу алейкум. Я еще добавлю, дорогие уважаемые братья и сестры, у Мухаммада Кахибского есть еще такой особенный регалий. Он является нашим любимым лакским зятем. Тут отдельные аплодисменты. Давайте поприветствуем. Спасибо. Вам слово. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Вассаляту вассаляму аля хайри халкихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Уважаемые братья и сестры, в первую очередь позвольте мне передать искренние слова приветствия от нашего муфтия Республики Дагестан, шейха Ахмада Афанди, лакскому джамаату. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Конечно, я надеюсь, что аварцы меня простят, но говорят, что аварцы произошли от лакцев. Это я говорю не потому, что я лакский зять, чтобы дома хинкал вкусные были, теплые, не поэтому. Как-то у меня произошел спор с одним таким настоящим лакцем, горским. И вот мы с ним спорим, ругаемся, и он в конце мне говорит: ты вообще знаешь, говорит, что аварцы, говорит, произошли от лакцев. И я замолчал, что я ему скажу? Я говорю, я не знал, пока ты это не сказал. И в действительности я хочу немного сейчас, тогда, конечно, мне это как аварцу было неприятно, но сейчас я потихоньку признаю это. И хочу немного привести доводов, почему я это признаю. Вот сегодняшний вечер лакский, здесь было написано «Лакия вчера, сегодня, завтра». Если мы говорим о Лакии вчера, то мне хочется вспомнить и напомнить другим, что великие имамы, алимы, духовные лидеры, на которых ориентировался Дагестан, советом которых слушал, за кем следовал, это были
великие ученые алимы. Имам Шамиль был зятем тоже лакского народа. Жена имама Шамиля была дочкой Джамалуддина Казикумухского. Две дочери имама Шамиля были замужем за двумя сыновьями Джамалуддина Казикумухского. И когда имама Шамиля пленили, забрали в Калугу, оба эти зятя были рядом с ним до последнего, рядом с имамом Шамилем. Следующее, посмотрите, сам Джамалуддин Казикумухский, будучи шейхом тариката Накшбандийского, будучи великим ученым алимом, более 20 лет он возглавлял Совет алимов Республики Дагестан, Шура на тот момент. Это, если сегодня сравнить, это как парламент, который принимает решения, который принимает законы, контролирует их исполнение, фетвы и другие. Самые сильные ученые алимы входили во время имама Шамиля в этот совет ученых богословов. Там были кадии, там были имамы, там были люди, знатоки шариата. И их руководителем и председателем был Джамалуддин Казикумухский. И поэтому, как не сказать, что аварцы произошли от лакцев. В духовном смысле. Почему? Потому что шейхом имама Шамиля был Джамалуддин Казикумухский. Он воспитывал его духовность, его нравственность, его богобоязненность. Это же определяет человека. Не просто имя, а его нравы, его поступки, то, как он соблюдает ислам. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, основная миссия посланника Аллаха, после того, как он призывал людей к единобожию, это что было? Это нравы, это воспитание общества с высокими нравами. О чем сам посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорит? «Буисту ли утаммима макарим аль-ахлак». Меня послали для того, чтобы довести до совершенства, воспитать в людях благородные нравы. А кто может воспитать благородный нрав в другом человеке, если он сам этим, если не будет обладать? И Всевышний Аллах в Коране, субхана ва тааля, говоря о посланнике Аллаха, говорит: «А'уду билляхи минаш шайтанир раджим, иннака ла'аля хулукин азим». Воистину ты, обращаясь к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, являешься обладателем наивысшего нрава, наивысших нравов. Поэтому благой нрав – это есть то, что отличает человека. Что еще я хочу сказать о лакии вчера? Это шейх Сайфулла Кади Кудиссиру. Подобно уровню знания в духовности и в шариатском праве не было равных, как шейх Сайфулла Кади, как ему равных не было других. Среди шейхов Республики Дагестан, всех вместе взятых, можно сказать. И те труды, которые после себя оставил Сайфулла Кади Кудиссиру, они сегодня академического уровня. Ее не может любой мутаалим, даже который вышел из исламского университета, без учителя прочитать. Настолько они глубоко написаны, и с языковым богатством языка арабского, и подачи смысла, и основы пути тасауфа, который он передает. А если мы скажем о лакии сегодня, то мне хочется в первую очередь вспомнить нашего муфтия, шейха Ахмада Афанди, который, как никто, после шейха Хасана Афанди Кахибского, дал внимание книгам Сайфулла Кади. Сегодня можно сказать, о Сайфулла Кади мы узнали благодаря его книгам, которым сделал хидмат, то есть над которыми работал и вывел в свет наш муфти шейх Ахмад Афанди. Представляете багаж знания человека, чтобы разбирать рукописи академического уровня и
довести их до совершенства в своем строении, разбивание по главам, по текстам и так далее, чтобы потом это могли преподаватели исламских вузов читать и преподавать. И он говорит, я долго думал, а вдруг не хватит, да, знаний, а вдруг не смогу и так далее. И когда я был в размышлении, взяться ли мне за книги Сайфулла Кади, наш шейх Ахмад Афанди увидел сон. Я, говорит, увидел Сайфулла Кади, который подошел ко мне и свои очки снял с себя и на меня одел. Во сне очки свои снимает и надевает на нашего муфтия шейха Ахмад Афанди. Я, говорит, это взял за основу, что он мне говорит, возьмись за мои книги, доработай их, доведи их до совершенства. И вот, как я знаю, уже более 8 лет шейх Ахмад Афанди по сей день работает над его книгами. Они были изданы, переизданы, и даже сегодня, на данный момент, работаем над книгами, переписка между Сайфулла Кади и шейхом Хасаном Афанди, их переписка, вопросы, ответы. Именно на данный момент над этой книгой наш муфти работает. Вот это разве небольшое богатство и наследство знаний, которые оставляют нам наши ученые? Плюс к этому Аллахи сегодня можно сказать о наших алимах. Здесь они сидят. Те, которые беспокоятся за нас, создают такие маджлисы, становятся причинами нашего объединения. Здесь и Мухаммад Майранов, здесь и Мухаммад Бурши, и другие, районный имам. Здесь все ученые алимы, которых воспитал сегодня Дагестанский исламский университет во главе шейхом Ахмадом Афанди, нашим муфтием. И, алхамдулиллах, они переживают за нас и работают во благо процветания нашей республики, во благо объединения наших джамаатов, защиты нашей молодежи от экстремистских, ложных, ненужных убеждений. Дай Аллах им в этом тауфик. Если говорит Аллах, и завтра, иншаллах, те плоды той работы, которую сегодня делают эти имамы, наши дети завтра увидят. Дай Аллах этому тауфик. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. После выступления Мухаммада Кахибского сложно что-то говорить дальше и продолжать этот вечер. Это было очень красиво, это было очень мудро. Мы, дорогие, уважаемые братья и сестры, продолжаем. И сейчас все, внимание, я прошу, на экран. Основоположником современной дагестанской литературы и писательской организации республики стал Эфенди Капиев, талантливый поэт и переводчик, впервые открывший русскому читателю дагестанскую поэзию на языке Пушкина. У истоков государственности Новой Дагестанской Республики, автономии в составе Советской России, был поэт и этнограф, революционер Саид Габиев, вошедший в первое правительство региона. Долгие годы судьей Конституционного суда Российской Федерации был лакец, государственный деятель и ученый-правовед Гадис Гаджиев. Первым среди лакцев народным поэтом республики стал Абдуталиб Гафуров, чей мудрый образ стал центральным персонажем прославленной книги «Мой Дагестан». За 90 лет истории Союза писателей Дагестана 10 лакцев были удостоены высокого звания народного поэта и писателя. Среди них Юсуп Хаппалаев, Мирза Давыдов, Сибирбак Касумов, Салимат Курбанова, Сугури Увайсов, Хизри Ильясов, Касмина Исрапилова, Руслан Башаев, Патимат Армазанова, Нурадин Юсупов, Мирза Магомедов, Цихил Камалов, Казбек Мазаев и многие другие. Большой вклад в развитие литературы внесли Абакар Мудунов, Магомед Загид Аминов. Прославили республику и знаменитые лакские композиторы Мурат Кажлаев и Шервани Чулаев. Автор масштабных произведений, опер и балетов. Не случайно именно их мелодии впоследствии были выбраны в качестве гимнов республики. Большой вклад в изобразительное искусство страны гор внесли художники Хайруллах Курбанов и Альберт Хаджаев, ставшие при жизни классиками жанра. На различных этапах истории успешно проявили себя в разных областях науки археолог Рауф Мунчаев, физик Амир Амаев, медик Наби Цахаев, языковед Нурислам Джидалаев, историки Владилен Гаджиев и Мухаммад Дандамаев, литературовед Сулейман Ахмедов, геолог Ирагей Курбанов, ракетостроитель Арсен Гусейнов, философ Курди Закуев, богослов Али Каяев и многие другие.
И сегодня в плеяде выдающихся современников гордо стоит имя Асият Буттаевой, доктора философских наук. Асият Магомедовна продолжает традицию просвещения и служения обществу, являясь достойной наследницей великих лакских мыслителей. В дни Великой Отечественной войны и в первый год после нее Совнарком Союза СССР четырежды присудил Лакскому району переходящее красное знамя, трижды знамя Государственного комитета обороны и один раз знамя Совнаркома СССР за развитие животноводства и выполнение обязательств по государственным поставкам животноводческих продуктов. Оба знамени оставлены в Лакском районе на вечное хранение. 27 декабря 1942 года председатель Совета народных комиссаров и председатель Государственного комитета обороны СССР, верховный главнокомандующий Иосиф Сталин, направил в адрес руководства Лакского района благодарственное письмо, в котором говорилось: «Передайте колхозникам и колхозницам Лакского района, собравшим на строительство танковой колонны 1 150 000 рублей, мой братский привет и благодарность Красной армии». Колхозники и колхозницы села Кумух, обсудив приветственную телеграмму товарища Сталина и заслушав сообщение Советского информбюро о наступлении наших войск на подступах к Сталинграду, проявили новое, невиданное патриотическое чувство к родине, Красной армии и дополнительно к ранее собранным 1 150 000 рублям в фонд строительства танковой колонны «Шамиль» вновь отчислили 1 150 000 рублей в фонд строительства авиазвена истребителей «Лакский колхозник». Единственным дагестанцем, дважды удостоенным звания Героя Советского Союза, стал прославленный летчик Амедхан Султан, совершивший более 600 боевых вылетов. Высокого звания героя были удостоены также лакцы Якуб Сулейманов, Гаджи Буганов, Ризван Сулейманов и Цахай Макаев. Гасан Камалов во время войны был удостоен золотой медали Героя Италии. Гусейн Кущаев стал героем Франции. Сунгур Акаев – кавалером Высшего ордена Польши. Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Муса Манаров стал первым дагестанцем, покорившим космические высоты, установив мировой рекорд пребывания в космосе. Очень приятно сегодня находиться на этом прекрасном мероприятии. Это на самом деле прекрасный вечер. И очень приятно видеть здесь очень своих земляков и в сфере политики, и бизнесмены, и спортсмены, и простые братья и сестры, которых я вижу очень редко в обычной жизни. Подобного рода мероприятия очень важны. Их надо проводить как можно чаще, потому что эти мероприятия усиливают нашу любовь друг к другу, укрепляют наше братство, заставляет нас возвращаться к нашим истокам историческим. А как здесь подчеркнули, наши исторические истоки, они очень богаты. И если мы будем вспоминать свою историю, своих достойных предков, я думаю, мы будем стараться следовать их пути и также воспитывать подрастающее поколение. Дай Аллах нам всем сил, в дальнейшем тоже еще в больших масштабах проводить подобного рода мероприятия. Мы, дорогие уважаемые братья и сестры, продолжаем, и к микрофону для приветственного слова. Я с большим удовольствием хочу пригласить, внимание, новоиспеченный глава Лакского района, уважаемый Зураб Гусейнович Кучаев. Просим пройти в центр зала. Пожалуйста. Салам алейкум, hürmet buslarla kral cemiyet. Салам алейкум, азизса сурвал. Дак нихтуну барчалла очень чеура, укунза мажлиску буну, жува гуцачум буну, жула хич хинну хуниса, данса давурту, душу бусласиса, муфтият рали сантурах. Хаснува барчалла очень чеура, жула шейх Ахмад Хаджи Эфенди, вияла Майрамов Мухаммад, зум хуммаса барчалла. Шалагула краль жамиатра очень чеура, Шикубур чучун, вчера, сегодня, завтра. Вахунти сакини, зула хусет шудир курчан, качембик аудир курчан, мигу багешле бютун кунналку, тулч аро, качнин качшундуну, юшера дан шемурдан, юкуннат улушидулно. Дан ханели жанно, нахич зухиру, юшера аруса даурту дангу куннисар, данса умудгу буссар, жула куммаса халку чанса буссар, мы харза данса цулуши юкунна дулно. Барчалла хуммаса. Дан бюхрели жанно.
К микрофону для приветственного слова и исполнения нашида я хочу пригласить известного исполнителя нашидов «Золотой голос Кавказа» Заур Салихов. Давайте поприветствуем. شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنارت قلبي شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنارت قلبي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد باسمك قيومي أصحو من نومي بك يحلو يومي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد ربي كم أعطيت ولروحي أحييت نورت طريقي ورزقت وعافيت أشعر باطمئنان قلبي فيه آمان ينبض بالإيمان وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي يا خالقي سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد شكرا لك ربي Заур Салихов. Дорогие уважаемые братья и сестры, все внимание на экран. Нет такой сферы жизни или области знаний, где бы представители лакского народа не оставили яркий след. Золотыми буквами вписаны в историю Дагестана десятки и сотни славных имен. Шейх Джамалуддин Кази Кумухский был крупным исламским ученым, вдохновителем и соратником прославленного имама Шамиля. Шейх Сайфулла Кади Башларов, религиозный ученый и писатель, внес огромный вклад в духовное просвещение и развитие ислама в Дагестане. К микрофону для приветственного слова я с большим удовольствием хочу пригласить имама привокзальной мечети имени Сайфуллы Кади Башларова. Уважаемый Мухаммад Саламов, просим пройти в центр зала. Ассаламу алейкум рахматуллах, хирасса джамат, хирасса усурбан. Салчин, так нехтуну барчаллах чин чери харцынан шикун букса. Харца чароуса ва жуа хакну булалиса маджис буван. Салла арцуйну бику, цаму зайну бику, шику спонсор талбустар. Миннах барчаллах кавкуну, юшава кашесар. Туллу ванноци, Аллах нал миннал каших зиядадан но хишаладан но иншаллах.
حقنو جوا بوتن برو شكو دقني متان جولا لكو بلايت هيج بيكمور كانل чичо сакутира бургер вчера сегодня завтра ты хич жуа цукун сабиксио тарих рал муслебур хакну жуа цукун бустари жо Аллахнан шукуру акса хойну буруч алебур гихумме жуа цукун котутун гисари мунил фикри бан бахлебур жула хакнуса жула хал ахвалгу хонуличан ширу хасну жула ялуна ниса никирал жула уршу душу урчал уршу кейгу хуйса خلوا هم تيلا سخلنا باشين شيرو نا حقنا شكو بسن توك تعقبني جل شيخ جمال الدين شيخ جمال الدين قاقول استقينو ناجح أقافون سجل لكوشو منايتو بسلان بقارش منايتو دكنيم بوتان چين چورنا چان چرچا منايتو بوسن بور چيچون بور سينما تومودور دокументальный фильмру доступ информации туркино чаруста мунайту буслан кутан учин дакним бутан шейх Жамалдин мубарак шейх арабист шариатрал илм курса исантал телса хулих бачин буллейкса киммунин өкемөтө бешин буллейкса шейх имам Шамил нул наставник нуикса устаз учитель нуикса Кура Мухаммад Хаджи икса жула алимчу афабан сал юкунниму гана гумук маджлис буллали сучмал мунал куна имам Шамил не был бы имам Шамилом, если бы не был бы шейх Жамалдин рядом с ним. Му телеса саначулу хасан мукрушава ханакистар, межаногу херца ишираву имам Шамилул шейх Жамалдин шан маслият бесабикумбур. Ва иширу цукумбан қинни, ва иширу цукумбан қиннити и шейх Жамалдин ногу мубаракну хакса маълум сақин нохуйса насихатру бесабикумбур мунах иму нах мунал вичуг дишасабикумбур. Шейх Жамалдин дейди хули му Аслан хан начал зейконор. Мунал ми судопроизводство ми чичаорту зардулле Аслан ханнан мукин хираса якуну чанчилша цела дуэса даото кинну хуну десадиркунте. Мак шейх Жамалдин му Аслан хан начал коллугу абитуну му шейх Мухаммад ал-Яракский. Шейх Мухаммад ал-Яракский начал логуну ганачан муридну логуну му тарикат суфи турал холлин ахнурму ганачату мақуне зана егехту мунал Аслан ханнал булуса кулук абитун бур Аслан хан симилагут игнур чан қауқлайра дорин укум на укумбур қатчатун на тула урмути хумбе Аллахнан хасбуллеура ибадат таят риясан чайру укуну ганачан инсантан буклан бикумбур ганачан буклан бикунур Гази Мухаммад салчинса имам Дагыстаннал ганачан буклан бикунур имам Шамил Жауса халық бұғылан бігекту Аслан ханнан нихдаху доңыр вашику нуклей сантал батлелагма ганал си хаз ханет салламур әле дахлан сарти бунан му қаршы уқран екунур хужум бұллан екунур қаратина абдуллали сейсан зат исан турен мәуд рашикун шейх Жамалдин шинчо өчесе уқабикун бур амма укумагу мақуни хан қайсы екунур да сачумал Аслан ханнан екуну ганал Үйчан сақастыре, течана ухехту, ганал бикумбур, амрубуну нукер туран, назун лишан бивехту, хехуну тур решин учаратему. Гаганачану хун Аслан хан ина өте йохат чан өте рабукун чехту, муна хуругун цахукуну, насу кумбур, яла буслейкуну Аслан хан тун ганал кистурта ту нур кокуни, не ту нихеусуну итаукунур мусалчинне. Яла усакира чонлаглан дегехту, Аслан ханнал тону иконур ина шейх хунура, шейх турал карамату дикесар, какан дажун гуцет гунсадуну карамату иконур. Ванал кумбур на мукунти акара на Аллахна лагра, кайтина, на Аллахна лагра, на Аллахна хираса шейху вали урати акара на Аллахна лагра, на кайтити иконур. Нет ганал хегу дегу ина карамат закакан кадарча, на ина кайтана, на ина ючаннати. Яла шейх Жамалдин бамбит бака сачумал гана укумбур кинне укумбур ина жуа иқралду лебуру агар дана вин какамбарча ина на айтан шу ди укуну яла шейх Жамалдин какамбуну бурца исантал гаттара занайса холли какамбуну бурца канто аштунгу дурти кутархирах ваканту бихара укумбур шикудустар хо райханат истадушнил га татар мангаула заманне бикуса шахидну бикуса душри укумбур ва Дехва леху бикуса куцире бустару кумбур буса куцире.
Мунин буну не бочун були сантал ке мукун бигасари кабикасарите укун саканте ходикасарите яла бихун бур ке халчан бисачмал ке дуклак истачмал Аслан ханнал представители кунур ганан укунух какан буну бур межан лугу ке дуклак истачмал тикуле кун бур душ дехва сагну дехва бучу сакутире туршакул шиналар гундулугу му Аллахна шаид турал чурху лиян кабесар мукун гака кехту ганал нукер цаху куну бусун бур гана му шорамно га Аслан хан ахчеле га кайсле я сал захарон килчин куппо даргерлер махлалин яла махку шейх Жамалтин маха махку локсар имам Шамил учан бурлустар сала душ ганан шар шику сакутире ганал сала сурван Шамил луки душ бутсар мукун ганал махса урму логум бур имам Шамил уча ганал чаро ганал комак булле насихат булле махку имам Шамил ясир уну сачмал вот маха махсакан момент исан туран чавну каколны бекер шейх Жамалтин нуча ихтияр диксар Дагыстан не atan шейх Жамалтин нуча диксар ихтияр махуне газыгым учан занайкун яхынан чичуаганек ве царский власть чичуаганек ти кабикум бур amma ганам пикрибуну бур хижра буван изан Стамбулдан и азарли метрошли рахтали кил кушинал му изунур Стамбулдан чиван черче мунан гасала буста хижра гумчату изуну кунур му Аллах нахну гумчатала ватан арертуну га хижралу чирисаммазия кабанширул يخون اسطنبولن لوغونو اي ازارلي متوشتي رختالي رخو خشنال دنيا لوتناق لخونو учун устар ганал зиярат тик кулну бустар и сантал туркнал халкуннан га кулли фогу кулну дур зиярат кубеста мукунса хөрмәтле изатле бустар канал фогу ганал мачагангу бучуну тиккум вот учинчи самура Аллахнал важула хакнут истатемали лахкуса кенимудия шейх Жамалтиннин жумма абитса лутирду бур вена канил бухунуратса араб назре бур чичуну и ванил таржума буну өрүс мазрин утти ганну китабоксар жумма колну биган ширул лалук буслеро жуна чавсанан каколну бикер чиманал вежула исламский магазин тигу бахле бустарве ласну куннисар и ва лубур хас буну посвятить буну жула тарикат суфизманин цана кожума колну хас суфисталти суфистердути бикер قاقلهم بكله واتيكاتي سوفيزم مو جلا ديندلول أسلور سوفيزم مو جلا ديندلول چانيره روحره جوا شريعت تورچان شريعت ترانسا كوماكچي قناقستر طريقات منين بونو арам набустаручана исан душманни самма қақурса затраетуте жумма мунету қақулну нуқах душман талхуну суфисталти сирити бахчале бикер жула мазрет авимса жахил тура бикер мукунснат а суфизм бу тариқат гу цирикул хун чарче вана шейх Жамалтин чичу салут лу шикубур мана қинну хуну чичуну ваурти суфизм рал салчинса қаст мури мурад мури цал му Аллах исанаву хунса азардо хиндан цанат сана хирашаву хусуд ширияту Çalabey girxge yala öküse kaçtırdı mi ziyasa mi daqindan. Цанана такис ve жольшику хамалгу бурче кева мах урус мадрагу учинна. Вот, уважаемые братья и сестры, еще раз, кто наши гости есть, чтобы вы тоже поняли, вот эти две книги, которые, значит, напечатаны сейчас, изданы, это на арабском языке, автором является шейх Жамалтин Казикумухский. И здесь он очень хорошо объясняет, что такое тарикат, что такое суфизм. И самая цель этого суфизма, тариката, он говорит, чтобы человек старался, усердствовал, чтобы исправлять себя, исправлять свой нрав, очищать себя от таких нехороших качеств, как злость, как зависть, как гордость, как самолюбие, как сильная любовь к мирскому. Эти болезни, они лечатся только вступив на этот путь, очищая свое сердце поминанием Всевышнего Аллаха. И Гази Мухаммад, шейх, имам Шамиль, они тоже приходили к имаму шейху Жамалтину Казикумухскому, чтобы встать на этот путь. И они тем самым получили большой баракат, понимаете, получили баракат. И сегодняшний день тоже, что хочу сказать, на сегодняшний день тоже эта наука, тарикат, суфизм, она существует, альхамдулилля. Просто нам нельзя обманываться людьми, которые называют себя суфиями и делают те вещи, которые не соответствуют шариату. Кричат, прыгают,
и называют себя суфиями, тем самым заблуждая людей, они думают потом, на самом деле суфизм такой, что ли. Вот эта книга очень хорошо это разъясняет, что такое суфизм, кто такие суфии. Кто его прочтет, он вернется к истокам вчерашнему дню, которым нам оставил шейх Джамалдин Казикумухский, Сайфулла Кади Башларов. И сегодня вот эту науку, вот этот путь продолжает наш муфти шейх Ахмад Хаджи Афанди. Как имам Гази Мухаммад, имам Шамиль пошли к шейху Джамалдину, они же не посмотрели то, что он лакец, там, Казикумух, он что не аварец. Они посмотрели на его достоинство, они посмотрели на его почет, на его, значит, степень перед Всевышним Аллахом и делали то, что он говорит. И тем самым получили баракат. Сегодняшний день тоже вот эта вот цепочка Нахшабандийского тариката чистым путем дошла она и до нашего муфти Ахмад Хаджи Афанди через шейх Саида Афанди. И вот так по цепочке она идет к Сайфулла Кади Кудиссиру. Поэтому и то усердие, которое нам Ахмад Хаджи Афанди делает, то есть посмотрите вот эти книги, за ними стоит он именно, Ахмад Хаджи Афанди, это его идея. Напечатать его на арабском языке, сделать из него перевод. 6 разных издательств, изданий книги Сайфулла Кади с большим объемом, Канзул Маариф называется, 6 раз она была переиздана. 6 раз, понимаете? Поэтому внимание к нашим ученым, к нашему народу у Ахмад Хаджи Афанди очень большое. Всегда, и вчера было, и сегодня, и в дальнейшем тоже будет. Поэтому вот этот путь, чистый путь, который у нас вчера был, высокими, значит, нашими праведными шейхами, любимцами Аллаха, шейх Джамалдин Казикумухский, Сайфулла Кади, этот путь есть. Мы вам ответственно это говорим. Держитесь за этот путь. Не обманывайтесь теми людьми, которые ругают этот путь. Против этого пути уходили только залимы, только притеснители, как Асламхан. Когда говорят, в 1943 году Сталин разрешил открыть муфтият, там была поставлена цель, чтобы муфтием того времени выбрать человека, который против суфии, против тариката. И на сегодняшний день тоже все, кто мы посмотрим против тариката, против суфиев, это люди, которые нет в них блага. Поэтому держитесь этого пути. Это наше прошлое, иншаллах, наше будущее тоже в этом. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Мы продолжаем, дорогие уважаемые братья и сестры. К микрофону я снова с большим удовольствием хочу пригласить Заура Салихова. Давайте поприветствуем. Заур Салихов. مر يوم مر شهر مر دهري وسط لهو واتكال ضاع عمري كان بالي لا يبالي كيف أمري كان عقلي في ضلال ظل يجري مر يوم مر شهر مر دهري وسط لهو واتكال ضاع عمري كان بالي لا يبالي كيف أمري كان عقلي في ضلال ظل يجري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري فرصة ألقى كتابا ذاق هجري
فيه ألقى نور دنياي وقبري قد عزمت الآن أن أرويك صدري أقرأ القرآن في ليالي وفجري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري Месяц счастья, месяц блага, месяц милости Аллаха и прощения и спасения в этот месяц Рамадан. Месяц счастья, месяц блага, месяц милости Аллаха и прощения и спасения в этот месяц Рамадан. وسط ليل ذو سكون فاض نهري بدموع من فؤادي مل جوري قمت أدعو في الصلاة ظلم قهري واثق بالعفو يا ربي وأدري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري Месяц счастья, месяц блага, месяц милости Аллаха и прощения и спасения в этот месяц Рамадан. Месяц счастья, месяц блага, месяц милости Аллаха и прощения и спасения в этот месяц Рамадан. إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري واثق بالعفو يا ربي وأدري Заур Салихов. Мы продолжаем, дорогие уважаемые братья и сестры. Сейчас все внимание на экран. Сайфуллах Хади Башларов. Жизнь и творческая деятельность. Сайфуллах Хади Башларов родился в 1850 году в лакском селении Ницовкра, недалеко от Кумуха, столицы Казикумухского ханства. Воспитание и обучение он получил в домашних условиях. Окончил Ницовкринский примечетский мактаб, знал два языка – лакский и аварский. В 1859 году вместе с отцом он переезжает в город Астрахань. В Астрахани он окончил татарское трехгодичное медресе, а также в течение 5 лет учился в русской школе. Он владел татарским, башкирским, казахским и русскими языками. В 1866 году он возвращается в Дагестан и начинает учебу в Арчибском медресе,
Его учителем был шейх Маммадибир ар-Рочи. В 1868 году он переезжает в селение Кудали и начинает учебу в Кудалинском медресе. В 1871 году он приезжает в Согратль. Его мударисом был Абдурахман Хаджи ас-Сугури. Здесь он совершенствовал знания языков арабского, персидского, турецкого, которые изучал в медресе. В 1875 году, после окончания учебы в Согратлинском медресе, по просьбе шейха Ильяса Хаджи Судахарского, в течение некоторого времени он работал лекарем и костоправом в Судахаре. В 1877 году его отправили в ссылку в Саратовскую губернию как участника восстания 1877 года в Дагестане. Ему удалось добиться права вольного хождения и разрешения работать. Он работал в Саратовском медицинском центре немецких врачей. В 1886 году медицинский центр немецких врачей выдал ему документ, дающий право работать в качестве полноценного врача. В 1886 году он отправляется в город Чистополь к великому шейху накшбандийского тариката Мухаммад Закиру аль-Чистави и становится его мюридом. В 1888 году он возвращается в Дагестан, в родное село Ницаукра. В 1891 году переезжает в город Ростов-на-Дону и работает там врачом в железнодорожной больнице. После этого он едет в хадж. А в 1894 году он снова возвращается в Астрахань и начинает там работать врачом-невропатологом. В 1905-1908 годах его выбирают депутатом в Государственную Думу России от кавказских мусульман, и он принимает активное участие в создании Союза мусульман России. В 1908 году Сайфуллах Кади возвращается в Дагестан и занимается совершенствованием суфийских знаний. Вскоре Раухани Мухаммад Закира велел ему поехать к Зайнуллаху Расулеву в город Троицк Челябинской губернии. В мае месяце 1908 года в присутствии приглашенных гостей из Стамбула, Дамаска, Каира, Медины, Самарканда, Казани и Астрахани и при стечении многочисленных мюридов шейх Зайнуллах Шарифи Расулев объявил Сайфуллаха Кади своим преемником и шейхом накшбандийского тариката. Там же он получил разрешение по шазилийскому тарикату и кадарийскому тарикату. В 1909 году он вновь возвращается в Астрахань. С этого года Сайфуллах Кади полностью посвятил себя религиозной деятельности. Через 4 месяца после приезда в Астрахань почти одновременно он получил приглашение работать в качестве муфтия в Самарканд и Дагестан. Сайфуллах Кади предпочел родину и в сентябре 1909 года переезжает в Темир-хан-Шуру и по просьбе прихожан одновременно работает имамом джума мечети. В 1913 году был издан указ царя о переводе письменности с арабского языка на русский. На этой почве в Дагестане вспыхнуло восстание. Сайфуллах Кади и Хасан Кахибский были против восстания, боясь кровопролития. Они утверждали, что добьются отмены этого указа мирным путем. Но несмотря на это, в мае 1914 года к Темир-хан-Шуре подошли вооруженные отряды, насчитывавшие по разным источникам от 4 до 6 тысяч человек. Сайфуллах Кади и Хасан Кахибский смогли убедить восставших, и утром следующего дня никого из восставших в Темир-хан-Шуре не было. Таким образом, Дагестан был спасен от страшного кровопролития. Но все равно Сайфуллаха Кади арестовали. После 5 дней домашнего ареста он был отправлен в ссылку в Казанскую губернию. С 1914 до 1916 года Сайфуллах Кади работал мударисом медресе Гафирия в Казани и первого татарского исламского университета Мухаммадия, где редактором был его духовный брат и кунак Галимджан Галимов, известный мусульманскому миру под псевдонимом Баруди. В 1916 году вышел указ царя об отмене перевода письменности с арабского на русскую графику. Сайфуллах Кади приехал на родину и продолжил работать муфтием Северного Кавказа.
В 1917 году в Темир-хан Шуре Сайфуллах Кади являлся членом Временного буржуазного правительства, заведующим кабинетом духовных дел, и был избран председателем шариатского суда Дагестана. Главной целью занятия этого поста было предотвращение кровопролития и гражданской войны. В мае 1919 года белоказаками и деникинцами в Дагестане было разгромлено военно-революционное правительство. А когда они узнали, что Сайфуллах Кади является его членом, было принято решение арестовать его и расстрелять. В это время Сайфуллах Кади был сильно болен и через несколько дней покинул этот мир. В эти дни рядом с ним был его любимый мюрид Камаруддин. Это было в конце мая. Его похоронили в Верхнем Казанище, на земле, которую он специально купил и сделал вакфу для кладбища. Там со временем были похоронены самые почетные религиозные деятели, шейхи, алимы и праведные люди. Это кладбище постоянно посещают мусульмане. Alhamdulillah, shukru kichbaki chuchin chayra ukunsa khaldirsa majlisra juba botsa majanu julba tarikh kulnu hurchan julba millat trango saymindango munayar qinsa khaldirsa insan aqassar wa dunyaldi muniyatu qinnu qumbassa barakallah hunda julba muftiyatran ukunsa khaldirsa julba lakral majlis organizatorsa vanierti khumbaygu juba inshallah rahman harajat bullando julba lakral millat achumban. Дорогие уважаемые братья и сестры, дорогие друзья, мы продолжаем. Слово для приветствия хотим предоставить председателю Совета имамов Лакского района Хабиб Баталов. Давайте поприветствуем, уважаемый Хабиб Баталов. Бисмиллахир-рахманир-рахим. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خراسة السروال والسروال خراسة لكر الملة لكم مسخونوا كل поэтому так чанса كل إن شاء الله الرحمن на русском языке буду говорить. Вот мы увидели ролик о шейхе Сайфуллаха Кади Каддасаллаху сирраху. И здесь наши алимы тоже рассказывали о нем, каким человеком был Сайфуллах Кади Каддасаллаху сирраху. И вы, наверное, заметили на этом ролике, в каком состоянии был дом шейха Сайфуллаха Кади и мечеть селения Ницавкра. А сейчас, альхамдулиллах, под руководством нашего муфтия шейха Ахмада Афанди дом восстановлен, мечеть тоже восстановлен. Вот такую большую поддержку делает нам наш муфти, то есть лакскому народу. Вот я в Лакском районе работаю более 10 лет. И я каждый год слышу от шейха Ахмада Афанди, беспокоясь, что же нужно еще делать, чтобы улучшить положение ислама в Лакии. Вот так сильно он переживает за наш народ. Для меня, альхамдулиллах, лакцы стали семьей. От лакского народа многому чему я научился. И если же вы услышите где-нибудь, где говорят, лакцы первыми ислам приняли и первыми оставили, вы знаете, это ложь, это неправда. Лакцы никогда ислам не оставляли. Почему? Потому что у них есть, то есть у нас есть такие большие ученые, как шейх Сайфуллах Кади Куддаса сирруху, Джамалуддин Гази Гумуки и еще другие тоже. И никогда не оставят тоже ислам. Барчаллах куммаса, барачат вишенну, арумлах кибанну, ассаламу алейкум. Дорогие друзья, последние числа ноября, как правило, в нашей стране и вообще по всему миру ассоциируются с Днем Матери. А я вижу, что сегодня многие из вас испытали это чувство быть матерью. Мы сегодня от оргкомитета, который организовал это большое мероприятие, этот красивый вечер, хотим сегодня вручить по цветочку.
каждый присутствующий в этом зале. Я прошу сейчас вынести цветы организаторов, оргкомитет. И в ближайшее время мы вас обрадуем цветами. Обратите внимание, вот выходят. Это все очень красиво. Это очень так запомнится многим из вас. И примите наши поздравления. Сегодня прекрасный вечер лакского народа. Вчера, сегодня, завтра Лаки. И для меня большая честь, что я приглашена сюда почетным гостем. Очень приятно, что со всеми народами Республики Дагестан мы тесно дружим. Особенно я дружна с лакским народом, так как посещаю, наверное, все мероприятия, которые проводят и от муфтията, и вообще все выдающиеся лакцы. И особенно отрадно, что 2026 год у нас год единства народа в России. А сегодня в этом прекрасном зале в рамках этого года уже лакский народ проводит мероприятие, где мы видим единство. Тем более в наше время, в преддверии Дня Матери, это абсолютно нужное и полезное мероприятие. Я вижу счастливые лица наших женщин. Здесь также сегодня участвуют матери наших героев, из моей силы матерей, нашей матери России. И хочется выразить огромную благодарность организаторам, всем инициаторам данного мероприятия. И пусть таких хороших, добрых, благих мероприятий в нашей республике и в нашей стране будет побольше, иншаллах. Для приветственного слова я с большим удовольствием хочу пригласить в центр зала. Внимание, известный пианист, актер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Республики Дагестан и председатель правления Союза музыкантов Дагестана, уважаемый Баширов Хан Мирзаканович. Просим под всеобщие овации пройти вас в центр зала. Спасибо, Азим. Салам алейкум, хирасуля краль джамаат. Чаты уразум цулушува барачечу. Иншаллах, укумбака жувака конабака ванно. Ихтила двара русмазрего учинчик кубур сапарахалк жуля масхакуса. Салам алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Разрешите от себя лично, от всей творческой интеллигенции поприветствовать вас, поблагодарить всех организаторов за сегодняшний прекрасный вечер. История Лаки – это большая история. Вот сегодня на кинохронике были показаны все то, что делали лаксы для народа, для страны. Тут и ученые, тут и революционеры, тут и представители творческих организаций. Мне же приятно сегодня присутствовать здесь, быть и, может быть одним из потомков тех великих хана Муртазали и Сорхайхана. Я хочу подчеркнуть, что лакский народ входит в плеяду народностей нашего великого Дагестана, нашей великой России. Вот сегодня были показаны и ученые, и музыканты, литераторы. Это вот все та часть нашего Дагестана и России, и бывшего СССР. В гимне лакского народа есть такие слова: «Хираса ля краль Джамаат Арши», любимая лакская земля. Да, действительно, для многих нас она родная земля, и мы должны быть преданы этой земле, служить честно и с душою. Еще раз всех вас, дорогие друзья, хочу поздравить, пожелать вам всего самого доброго, спокойствия, мира и добра. Спасибо большое. Мы продолжаем. Прямо сейчас я хочу пригласить к микрофону для приветственного слова. Внимание! Заместитель директора театра поэзии, руководитель Лакской секции Союза писателей Дагестана, заслуженный работник культуры Республики Дагестан, он же мой коллега, уважаемый Супьян Расулович Амаров. Просим пройти в центр зала. Уважаемый Супьян Амаров. Здесь уже, по-моему, прозвучало, что лакцы первыми приняли ислам.
я этим горжусь. Я хочу сказать большое спасибо тем, кто сегодня организовали такой маджлис, где собрались столько людей. И мы, видите, какое красивое сообщение видим на этом телеэкране. Хираса лакрал жамят, хурматлавайса сурвал, да имам бусроса камал, на барчавуллайса разу ва хакину ханахиса маджлис рашал. Тул кумур выступления лул шику ужалаусунни санчирча лакрал миллат рабухиннуч абуса известнайса жула лакрал дака шала дагустан алцахаздуллалиса вирталса инсантал хусар жулба лакрал сила мури цеми миллатирташал усурвал шури урмал хун яханабикаву дин тачаук аккаритаву хакинуса инигу хираса усурвал сурвал на советский шиннарди зи юксара райком комсомолани муди организация жахилса ник воспитат буллайса мухкамат лирикономак цумур даражали цумур чулиме хансия какулава молодежь исламрал хвассар бусар жахил талгу исламрал хвассар бусар халку исламрал хвассар бусар лекку هاي هك إنه لكرال كإنه كنا سبرابلم لول سخانة دور لكوماز خما بيتلاتابو. Санчирча лакские девушки самые красивые, потому что на них женятся все аварцы, даргинцы, кумыки. Лакские парни берут замуж всех, кроме лачек. Здесь уже Азим тоже знает, второе мероприятие бывает интернациональное. Это хорошо. Но лакский язык, я уже вижу сегодня, Даргинец говорил по-лакски, Азим уже разговаривает по-лакски, аварцы тут рядом с нами сидит, разговаривает по-лакски, но я думаю, лекрал маз не только лек, пшинеу Дагустанеца халк жубахалхат иванну. Хирасахал махтал, халлиса инсан турал, инициатива ли, кумагрену, цалчин Дагустанет ютундусар, леккумаз лехворил центр. Мукунса центр дутит инсерти юравей мишахрур дайгу, кизлярдай, хасаурей, дербентливу, цемик антайгу. Но леккумаз центр дануша ябанка хунтисар, леккумаз ябан хунтисар, жуба шаппа, нитивутал, урчашал, мукун, галга булларча. На хакину зубарча буллай, цуллухун наутисара, жуба цачум буллалиса, исламрал религия, цуллухуннаут исара лакра жамаат, цуллухуннаут исара ва дабу организовать дуан хуса участник тал. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Далее к микрофону для выступления я хочу пригласить с большим удовольствием внимание народный артист Республики Дагестан Гамзалап Гамзалов. Давайте поприветствуем. Уважаемый Гамзалап. Ассаламу алейкум, лакрал джамаат, кумаса барчала. Хочу отметить одного, не только мною, вот сидящие здесь и доктора наук, и бывшие студенты этой добродушной женщины, доктора философских наук Асият Магомедовна здесь. Давайте поаплодируем ей. И хочу подарить этот нашид для нее и для всего лакского джамаата. Из поэмы «Арафат» народного поэта Республики Дагестан Магомеда Ахмедова. Этой горестной земле не дай погибнуть мне во мгле. Прошу тебя, Аллах, молю тебя, Аллах, убереги родной язык, святой отеческий родник. Прошу тебя, Аллах, молю тебя, Аллах, не дай мне чашу серебра,
отдай терпения и добра. Прошу тебя, Аллах, молю тебя, Аллах, не дай мне чашу серебра, отдай терпения и добра. Прошу тебя, Аллах, молю тебя, Аллах. Дай мне удачи и любви, и на стихи благослови. Прошу тебя, Аллах, молю тебя, Аллах, мечеть пророка и Коран для излечения от ран. Прошу тебя, Аллах, молю тебя, Аллах, не дай мне чашу серебра, отдай терпения и добра. Прошу тебя, Аллах, молю тебя, Аллах, не дай мне чашу серебра, отдай терпения и добра. Прошу тебя, Аллах, молю тебя, Аллах, дай мне не гаснувший очаг, чтобы оттаял сердцем враг. Прошу тебя, Аллах, молю тебя, Аллах, не размыкай сердечный круг, чтоб не отбился друг от рук. Прошу тебя, Аллах, молю тебя, Аллах, не дай мне чашу серебра, отдай терпения и добра. Прошу тебя, Аллах, молю тебя, Аллах, не дай мне чашу серебра, отдай терпения и добра. Прошу тебя, Аллах, молю тебя, Аллах, прошу тебя, Аллах, молю тебя, Аллах. Амин Аллах. Хумаса барчал Аллах крал джамаат. Гамзалов Гамзалов. Мы вашему вниманию хотим представить следующий ролик, поэтому сейчас все внимание на экран. В переломное время, когда разрушилась большая страна и только строилась новая Россия, лакцы достойно проявили себя на рубеже новой эпохи. Амучи Амучинов стоял у истоков новой дагестанской государственности в составе современной России, став первым среди лакцев членом Государственного совета Республики Дагестан. Позже был зампредом правительства и возглавлял пенсионный фонд. Большой вклад в государственное строительство и социально-экономическое развитие республики внес Сержутин Ильясов, будучи мэром Махачкалы, членом Госсовета Республики и главой Нацбанка Дагестана. Кровью вписан в летопись героизма славный подвиг героев России Халида Муратшева и Мутея Исаева, оборонявших высоту у телевышки в Навалаке во время вторжения полчищ международных банд формирований в 1999 году. Вошел в историю и подвиг навалакских милиционеров, которые во главе с Муслимом Дахаевым героически обороняли отдел милиции райцентра и мужественно дали отпор превосходящим силам противника. Больших успехов достигли лакцы и в спорте. Ширвани Мурадов стал единственным среди лакцев чемпионом Олимпийских игр, а Ислам Махачев стал чемпионом сразу в 2 весовых категориях. Много среди лакцев видных журналистов и политиков. Возглавлял дагестанское телевидение Салам Хавчаев, внесший большой вклад в его развитие. Долгие годы главным редактором газеты «Дагестанская правда» был Раджаб Идрисов. Известный исламский журналист Абдулла Алишаев, ставший голосом духовного просвещения в самое сложное для республики время, погиб от рук экстремистов. Но его фильм «Обыкновенный ваххабизм» стал событием в телепублицистике и, по сути, классикой дагестанской журналистики. Депутатами Госдумы России в разные годы избирались Надир Хачилаев, Муса Манаров, Мурат Кажлаев, Ризван Курбанов, Абдулмаджид Маграмов. Министрами в правительстве Дагестана были Айгун Магомедов, Рапи Абакаров, Марат Ильясов.
Заместителями председателя парламента работали Абакар Алиев и Арсен Камаев, Артур Исрапилов, а ныне Камил Давдиев. Амучи Амутинов и Резван Курбанов были также вице-премьерами правительства Дагестана, а Марис Ильясов – председателем городского собрания депутатов Махачкалы. Действующими министрами в правительстве Дагестана являются Абдурашид Магомедов, Шамиль Рамазанов, Гаджи Султанов, Камил Саидов, Зарима Бутаева. Мужественно проявили себя представители лакского народа и на фронтах специальной военной операции. Участвовал в СВО и действующий полпред муфтията Республики Дагестан в Центральном территориальном округе Мухаммад Майранов, награжденный медалью имени Ахметана Султана за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Первым героем России среди воинов СВО стал лакец Нурмагомед Гаджимагомедов. Глава нашего государства и верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин, отзываясь о подвиге Нурмагомеда, сказал так. Мною подписан и указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России. К сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранаты окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело, с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают. Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Ивана де Мария. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать, я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех из более чем 300 национальных групп, этнических групп России просто невозможно перечислить. Думаю, вы меня понимаете. Но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России. Нельзя не сказать и о том, что в этом году высокое звание Героя Российской Федерации присвоено также лакцам Рамзану Кантулаеву и Сухрабу Ахмедову. Лакский этнос сегодня, как и на протяжении многих предыдущих столетий, в единой семье дагестанских народов созидает и укрепляет силу отчизны, своей большой родины, внося вклад в ее славную историю и закладывая фундамент будущего. دور منيتو الله رازينو لقنا تانشيرشان ملترال ملت شبو مثل مزرال خوي شبو بتلك أن تخصص شبو وكون سبت أوريمو وكون سا معنويات كنا كوبسلا كل منا المرش منا كوبسلا مرش منا الجيت سيلبب يتوجي خميني لسلوك بسلاري ملت نقولي جايسا جلا وجالا بسار بتقال أبقى الخليل شبو خوي شبو مارخرابة ده شيء سرو كنا حقني جول بملت تخسا مارخري أبورس خليل سبشبو خالكويسا ودابو كني خنو رازيسا وخنو خناسا دابو دوني وكنيتو تشينانيتو الله رازينو لقنا. Дорогие друзья, дорогие уважаемые братья и сестры, сегодня вместе с нами присутствует мать первого героя России специальной военной операции Нурмагомеда Гаджимагомедова. Уважаемая Мазаева Сапижат Исаевна, мы просим вас пройти на площадку для приветственного слова. Я прошу под громкие аплодисменты. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хираса лакрал жамат, хираса усурвал, хираса сурвал. Хагену жуа баудуну буру, жуа какамбан, жуа лак цану бушио. Живоца нити бутая конкушио. Жумма цинавнан дагнигу бухонсар, кадагним бухурча жуа цинавнал харца жула кунаманал умудри, жула урджарах, душнил урджарах бусин. Жуа бушио ханса халгунайса наслу, сурхай ханнул, хан Муртазалил, Сайфулла Кади Башларалул, Джамалудин Казикумовскинул.
жуа бушиу му та наслу лакрал ахлу цалчин ислам иман камул дурса жужава бюкшо қинса дуку чутал алим тал жула ислам рай хичум бачим бону не бюкшо муне лючуну мугах жуа хисабуну вай какандулайса кинора сюжет рока камбуни жуа лакцуса хичун бусарио қинну харину бура хақину шику жуа бадаурио цалчин шикун очаврио жула нитиқол накум маса цеймигу нитиқол халилса арсро кунигу буну қингу биутуну жула ватан дуручин хамбуну цела қево қаукуну цела адар қаукуну қа баузуну хиджумай найбушио ципаку маса цейми бавақангу кумак булай тих буса урджарангу ка бақлай кумак булай вад и буржуа лак бақагу жула Дагустан цачуну бушио кумаса умуд бур ванети майгу жуа цинау цачун хуну цачу баутуну куннал кучаро ка бақлай хиджумай бачин саруди тейла сарчау сахалир са урджаро цанакол цала жанну дунлуни банети майгу бур бай ацне арула героиновату жула ур шама лакучу чистокровныйса кия ур лакучу нину кол лаку инсан талбуса будто цаннал дергириучу ур гаманал яручу но жумма цинанан кулли харца дулайса ма'рифат иман ислам цалчин нитил наглишал дулай бушо урджан ганеши май нину воспитат булай бушо жула лакра районна луцуну учуса зураблул укуни давайра жуа цубак чину цел кирио жуа цинау цачун куну бачинну куну зурабна ина тиса мукортил вилчаро бацилай бусара вишал ахал тибура жула шаннагу лакра жула лакура районнал кулла районналул лакра районналул Навалакра районналул жулу зубак читал куну зухичуну зул кириу на кумаса бао кулгу зул жарау бацилай жуа цачун булай ваньяргу бахтул булай бачиннау жула лакрахун цулу шиудулуннау жула виртал цулу баннау жула қинса цадуркса наслу харзабаннау харца қатуну клайса жула бурхничу деккалану цела бавачан буттачан кулфатрчан занайканнау чубу хурчагу жула қатло букуса душ бакрайн дуртуса лечак рал қадру қимат буну қутсу баннау цела булайса бизлайса шаттирау декнибиканнау цела мақушиу қинса виртаурал цела бутта уссу арс канал қафақ вағин қабану тинети майгу вағин қабусар жула лакрал душарал қафри банети майгу қабаннау цинауна кунцулушу дулуннау дунял парақатну лиджаннау харца шикум баузуманал ша баракатса куннау хари хуймуним баққа буджан насиу қабаннау вашикум баудуну жула майранау Мухаммад мими жула лакрал районналу кулла районналул навалакра районналул жула муфтинал цачун бауду шикун дертус дулуса инсаннал кабигу яма сақини балалур хичун даханнау агар инсан инсаннайн благодарный но барчаллах рай аққахурча Аллаху Таала диур инагуттун қабарчаллах рай усаради цалчин ма цалчин жуа куннайн ку барчаллах ну биганнау келчин дунял парақатну лиджаннау солушу дулнау цинанакун. Дорогие друзья, среди 17 дагестанцев, героев нашей страны в зоне специальной военной операции 5 лакцев. Мне сейчас подсказывают, что некоторые... 6 лакцев. Мне подсказывают, что некоторые из них матеря сегодня присутствуют здесь. Мы вам выражаем огромную благодарность за участие, и я прошу поддержать аплодисментами. Спасибо вам за сыновей. Уважаемый Ахмед Ахмедов, я снова Ахмеда прошу пройти к нам на площадку для того, чтобы мы исполнили
Очень красивую композицию, которая посвящена участникам специальной военной операции. Vatandalık canlı dülüsse ersro Firdevs el cennul ahlud ikkekken bunu burjula dinnelu bu. Dul kiya guttetten ittiğ imma butteğ imma kilçimur kumması buttel tani sada öyle canlı dülünse Lvot ise şehruli brodet ise bratski magilalu usta. Geyç unnayet hakkını buçarçan. Mukum ababan tule dedal nittilgi uçayva. Dünyalı ise yala kummur tutsevu ers hette bu uykusa nittil tutsevu rokuna. Yala kummur ökkisi zeyguman bur örçal dert kakkanna okunu. Suyata düşmannan ers uykusa nittil dert kakkanna okunu zuklugu bu beysar. Ne tula ibrat reytu seçivi sahavar uttigu bu sinna. Tula buttar şarabı melçimur derecalı uşkulu kurtal bunu urç ve et ve bukkinne gomu kulloksiyav. Khuyse şiyetiye boğut şehravallah tu boğutsa khuyse kalas gibi keyse. Ala alu bir keysiyav na. Tuşal dukley u rabiyet mammay ve rabiyet. Tapartalık kuman şabi gibi keysiyav. Yala tona örmölül şivun tibun butunu quraşin laxlawsa cumal sagazi vurat tulsu. Çukun bura ukukun kiya orçur şarkunu bura kiyagu esve orayı busar ukunni. Yala tona mi örç araysa xavardı juhku busa ukunça. Jukilo tona örüsna diasporalul kunama kunana. Mi jula giroy turetu pirida çertu dulley mi kulbuman şiuru zi kunnasa davu jugu dulley buru. Rabiyetun sila örç al suratur handavay. Cima İsmail geçiçitu khiressa. Tatsubatik usa şarabusa qarik qujlun kumak bubaysa. Mudan kurbu geçi citu bikun geçire bullesi suratur handavay. Muku khirakuna tula arsenal şina busagu ukukun. Yala gu tamanzillahu kun sukun bura ukukun. Şuhun ukunusiye ehinu hanqawkunni tukhuna ilagun zanaqawkunni ukunni. Yala kinnu dak ibun şuna Buhan kakane wallah tula ers kussa kuna dunene wa qawqlaq ya mahal kuna çakuni alam ikrako kuna mutton diga makrabu ko kussa kutsu arabna almazze mersiya uçay zumalul belay rabiyat tiçevi ina şehit nal ninubura vinko kumur düşmandan qakkakkannav vil Ers el Cenab-ı Ussar, muvil ersnal İsmailul Kurban İsmailul lejinnare ve tsinaugo ersu kurban bu savajula vatannalu nittikan haqinugo vatannalul şuri teletiste tsinajula ussur voran khasbunu ya Rabbi ya Allah veycunnu duhlagannav da'vidav kurtal kunnav sağlu salamatnu jul ve ersu ussurvel maqummey zanakunnavti duadulleyura.
نولي بغروچا اوتی ویلهیمینا اوکراین ارشدی جانی دلو ببرس aman aman ta اوکراین ارشدی جانی دلو ببرس aman aman Mekkeklerinde dunimek ireha Lichevu mekireha Vavşavdi mevli durça Vihaha vili bava Nesu barhun nesu şihke Ve dünyalluya Firdevs erşen nuli bağruriça Otti vilhimina Uhd idur aşi Zemer idur sordu salah Cephere idur nil vatan Jahil mucannu dullu Ersur ve uvrelyelu لخرمت رقای سوی رابیت شهید نبخت الخسرکه ویل ارس قربان اسماعیل نسو برخون نسو شیکه و دنیایه پیرداس الشن نولی بابروچه اوتی vilhimina inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Для приветственного слова я хочу пригласить внимание полпреда муфтиата в Центральном территориальном округе. Участник специальной военной операции. Наш боевой имам Мухаммад Майранов. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين خرسة لكر الجماعات خرسة لكر الملة دول خرسة أسروال خرسة سروال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نشكره حقين سقيني وكنسة تصدق وكنسة بطاو الله نجند اللسة تصدق وكنسة بركة مجلس دلسة الله نن ჭატიურა ჟუნ ცინანან წულუშიუ დაყაუ წაყსა იმან თალih ალლაჰნენ ჭატიურა ქუნნან ქუქუნ ჰაყინ საყინი ქუმმა ბოუწონო ქუმაგ ბოლე ლაყინნო ქუმაგ ბოლან ყანია ბაყა ქურჩან გომოდან ხატიაბე ბახაჩლე ლაყინნო ალლაჰუმ ამინ ალლაჰნან ჟუნ წულუშიუ დულუნნა ჰარ საყინი უქუნ ბატლე ჰარ საყინი ბარაჩეცა მაჯლისილტე მიკანნო حرام ليتو أرخون تيورا الله نن جون دعوير دو دقاسة دنيا دولنا و سبيشالني وين أبيراتس أنا وين نقرتل كنو الحمد لله الله نشكره وكونسا جون داغستانغو وكونسا جولا رودينا روسيا غودولوسا جولا دين تشك قامول دونو سابلات دولي وكون باتلي جولا دين إسلام لاخ دولن تولوشي دولنو غوديورا الله نن الحمد لله حقينو سجل مجلس ري لك بقى ويمي ملت روغو بسر تكيو ماق عرس مزريغو учина إن شاء الله. Дорогие мои братья и сестры, Алхамдулиллах, хвала Всевышнему Аллаху за то, что хоть и называется это вечер единства лакского народа, к нам сегодня поддержать наш лакский народ пришли братья и сестры из других наций тоже. Сегодня, к сожалению, в Дагестане остались еще остатки национализма, остались, к сожалению. Дай Аллах, чтобы это тоже у нас искоренилось полностью. И остались люди, которые на национальной почве пытаются между нами какую-то смуту сеять. Но много чего было здесь сказано, и приводились истории великих алимов, наших великих шейхов. Здесь вот Кахибский Мухаммад, уважаемый заместитель муфтия, который лакским зятем является сам из Кахиба, Шамильского района, пришел и рассказывал нам о поддержке
о взаимосвязи лакцев с другими национальностями, с другими народностями. И всегда Дагестан славился тем, не национализмом, который сегодня нам враги пытаются навязать, славился как раз-таки изобилием наций и великой любовью как внутри наций, так и друг к другу. Никогда наши предки не выставляли свою нацию выше другой и не говорили, мы лучше кого-то, или те-то хуже нас. Патриотизм должен быть в каждом из нас, и мы обязаны любить свой родной край, свой родной язык, свою культуру, свою национальную одежду, свои национальные блюда. Ко всему мы должны своему родному с особой любовью относиться, но при этом мы не имеем права, и наши предки никогда не показали нам пример, когда кто-то пытается выше себя других вставить. И дай Аллах, чтобы как сегодня к нам пришли наши уважаемые братья и сестры поддержать лакский маджлис, вечер единства лакского народа, чтобы вот так всегда вместе мы друг другу плечом к плечу становились и поддерживали. Очень правильно подметила наша уважаемая сестра Сабижат Мазаева. Я тоже присоединяюсь ко всем этим словам, и правильные слова она сказала о том положении, которое сегодня есть, как мы должны сплотиться, и когда во всех смыслах этого слова военное время вокруг, нам делиться не дозволено ни в коем случае. Мы, лакцы, даргинцы, аварцы, лезгины и все другие нации, мы внутри Дагестана, может быть, и сложилось так, что мы разные нации, но когда мы выезжаем, мы дагестанцами представляемся. Когда за границу выезжаем, мы представляемся россиянами. То есть мы должны искать то общее, то, что нас объединяет, и сплачиваться вокруг этого. А те люди, которые любят разделяться, внутри Дагестана они на нации будут делить нас, пытаться делить, но иншаллах у них не получится. Внутри нации тоже будут на районы делить, внутри районов тоже на села делить. В селах внутри тоже будут тухумы друг друга не любить, и внутри тухумов тоже разделяться. Люди, которые любят разделяться, они двоих родных братьев от одной матери готовы тоже разделить. Вот их задача бывает такой. Но мы до этого поддаваться, иншаллах, не будем. Здесь много приводилось о связи Сайфулла Кади Башларова, и у него самым его любимым, близким его учеником из Кахиба был Хасан Афанди, Куддиса Сируху. Это тоже для нас пример для подражания. Здесь приводились примеры Джамалдина Газикумухского и его одного из лучших учеников, имама Шамиля Рахимуллах, всеми нами любимого. Вот такими были наши предки, и иншаллах мы тоже будем такими и будем с них брать пример. Здесь приводилась яркая личность Ахмадуль Ямани. Каждый лакец особой любовью любит Ахмада Ямани, хотя он лакцем не являлся. Он был из Йемена. Почему мы все его любим? Потому что из-за любви к нам он услышал о силе веры лакского народа, переселился в Газикумухе, он жил, и сегодня Газикумух он похоронен, и его потомки тоже сегодня есть в Газикумухе. Мы же не говорим, что он не был лакцем, он был йеменцем, и мы за это его не принимаем. Наоборот, мы его любим больше, чем самих себя. Альхамдулля, как любимца Аллаха, как саида, как потомка пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. И в то время, когда он жил и внес большой вклад в развитие ислама, и в частности для лакского народа, преподавателем из лидирующих вузов Египта Аль-Азхара он был. Сегодня, альхамдулилля, люди, которые бок о бок, я работал определенное время имамом Лакского района, и по Кулинскому району работал, и в Новолакском районе работал. Сегодня я смело могу сказать, что среди нас, среди работников муфтията, которые занимаются распространением ислама в лакских районах, в лакских селах, есть братья, которые от любви к нам, которых муфти, как здесь было сказано, который большое внимание уделяет, отправляет к нам для поддержки из-за любви и переживания за нас. Муфти Дагестана, нам говорили здесь, взял на себя реконструкцию дома Сайфулла Кади Башларова Куддиса Сируху. Неоднократно лично мне он говорил, чем еще мы можем помочь. Анализ сделаем, Мухаммад, мы там тоже поможем, там тоже рядом станем, говорил он всегда. И я сегодня хочу попросить нашего брата, пройди, пожалуйста, Анвар, я хочу попросить сегодня выйти двоих братьев, которых мы называем Ахмадуль Ямани нашего времени. Как Ахмадуль Ямани из Йемена, который приехал к нам в Лакию и жил у нас, семью свою, у него семья была у нас, и он похоронен там.
и много чего сделал для нашего народа, и мы его очень сильно любим и благодарны за это. Альхамдулилля, среди нас есть братья, которые тоже можно назвать Ахмадуль Ямани нашего времени. Это в первую очередь наш брат Шейх Мурад Хаджи, который 30 лет отдал лакскому народу. Проходи, пожалуйста, Шейх Мурад. Он-то сам лакец душой и сердцем. Ну, по паспорту он табасаранец. Из Хивского района, селение Чере. Человек, который выучил лакский язык, который вместе с семьей почти 30 лет он отдал нам с вами, чтобы наших детей воспитать в духе ислама, чтобы наших детей подготовить. И обратите внимание, когда сегодня, не потому что он на что-то претендует, ему ничего не нужно от лакского народа, он, работая учителем в школе, воспитывает школьников, он, будучи имамом селения Куба, он там корни не пускал на это имамское место ни в коем случае. Наоборот, он подготовил из селения Куба выходца, кубинца, Исмаиля, нашего брата. Обучил его религии, дал ему знания, которые у него сами были. Потом Исмаиля назначили там имамом, а Шейх Мурад просто отошел и помогал ему со стороны. Но мы его так не оставили долго. Потом он занимал должность и имама Лакского района, и сотрудника, он руководитель отдела просвещения по Лакскому району. Сегодня, несмотря на достаточно серьезные проблемы и со здоровьем, ни на что никогда не жалуясь, работает руководителем благотворительного фонда «Инсан» по Лакскому району. Давайте за это тоже его поблагодарим. Небольшой такой подарок хотели мы сделать. Это, как наш муфти говорит, главное не цена подарка, а внимание. Вот от всего лакского джамаата вот это внимание тебе хотим сделать, Шейх Мурад, наш брат, за то, что ты у нас есть. Альхамдулилля, мы благодарны Аллаху. Сегодня сам он не живет в богатых каких-то шикарных условиях, но сегодня нашим лакским семьям, нашим братьям, сестрам, племянникам, племянницам по рублю, по копейкам собирает, богатых людей, спонсоров подключает, проводит благотворительную акцию. Сирот обеспечивает школьными принадлежностями, продуктами питания, с малообеспеченных семей максимально поддерживает, хозяев магазинов, одежды и так далее привлекает, одежду раздает нуждающимся людям тоже, и дальше тоже сколько Аллах ему жизни отведет, и иншаллах готов на пути Всевышнего Аллах работать. Шейх Мурад, пусть Аллах. Баракаллах. И еще один наш брат, тоже Ахмадуль Ямани нашего времени, это наш брат Баталов Хабиб. Я тоже хочу попросить его еще раз выйти к нам. Хабиб также вместе с семьей, вместе со своими уже 4, если не ошибаюсь, или 5 детьми, живет в Газикумухе, тоже не в шикарнейших условиях, живет, своих детей отдал в Газикумухскую школу, и более 10 лет он находится среди нас, настолько его Газикумухский джамаат полюбил, когда одно время его командировали в Южный Дагестан и уже решили его переводить по работе туда, наши уважаемые сестры, особенно лачки, бунт подняли и заставили вернуть его обратно к нам. Очень большую работу сделал. Он является сегодня имамом Лакского района. До него, я когда был имамом Лакского района, он самый первый помощник был для меня. Все братья поддерживали, но первым помощником был именно Хабиб, который сегодня тоже на своей старой разваливающейся машине, заправляя ее бензином, он ездит сутками и в горы, и здесь в городе, лакцев собирает при вокзальной мечети, выходцев разных сел собирает, максимально делает вклад. Опять-таки скажу, чтобы, когда мы не находим время наших детей в духе ислама воспитывать, на помощь пришли наши братья, которые нам помогают в этом. И у них это очень хорошо получается. Огромное баракаллах Хабибу тоже от всего лакского джамаата. Вот такой небольшой подарок тоже вам. Баракаллах. Пусть Всевышний Аллах будет всеми доволен. Очень приятно, вот название этого маджлиса «Лакский народ», Лакия, вчера, сегодня, завтра. Альхамдулилля, у нас очень богатое прошлое. Сегодня тоже, альхамдулилля, вот такие маджлисы баракатные проводить, тоже надо делать шукру. Все хорошо у нас. Не все идеально может быть. Есть какие-то проблемы, какие-то пробелы, которые мы будем, иншаллах, исправлять. И будущее, иншаллах, тоже у нас не за горами будет еще лучше, еще баракатнее. Единственный момент, на который хочу обратить внимание, я уже завершаю, при всем уважении и любви к своему народу и при всех тех больших плюсах, которые есть среди нас,
Есть один минус, на который нам нужно обратить внимание. У нас, особенно, хочу подчеркнуть, очень мало лакцев и лачек, мутаалимов, очень мало студентов, обучающихся в медресе. Почему сегодня мы вынуждаем наших братьев с соседних районов, с далеких Юждага, приходить к нам делать да'ват, когда мы сами тоже можем этим заниматься? Я хочу обратиться к каждому отцу и каждой матери. Да, много престижных вузов тоже есть. Самый престижный вуз – это Исламский университет. Вот у нас есть рядом Дагестанский исламский университет, который дает любые перспективы, который и в спорте, в учебе, в светском образовании, в любой работе, карьере, нос хотите. Самое лучшее – это воспитание, самое лучшее – это довольство Аллаха и баракат в наших семьях. Еще раз хочу обратиться, отправляйте, пожалуйста, своих детей в медресе, хотя бы среднее исламское образование, чтобы они получили. Они, может быть, не будут вечно работать имамами, может быть, вообще не будут имамами работать. Но для нас, для лакского народа, мутаалимы нужны. Если у нас мутаалимов не будет, баракат откуда придет? То вчера, которое мы здесь описывали, вчера богатое духовное прошлое, история, наши алимы и шейхи, как это все возродится в будущем завтра, если у нас нету мутаалимов? Подумайте, пожалуйста, над этим. Я вас очень сильно прошу. С каждой семьи хотя бы с тухума один мутаалим в медресе учиться должен. Это есть огромный источник бараката для нашей семьи. Пусть Аллах будет нами доволен. И как сегодня собрал нас в этом прекрасном зале, огромная благодарность всем рабочему персоналу, которые за нами ухаживали. Огромная благодарность тем, кто принял участие в организации маджлиса, кто и потратился, затраты, нервы, деньги, время. Мы с вами пришли сюда как гости отдохнуть и получить море позитивных эмоций. Эти люди за кулисами много усилий приложили, чтобы для нас организовать такое мероприятие. Пусть Аллах их вознаградит. И дай Аллах, как сегодня Аллах собрал нас в этом зале, чтобы точно так же собрал и в судный день всех вместе с нашими родными и близкими на самой вершине рая Джаннатуль Фирдаус вместе с нашим пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Нам приятно участвовать на этом благодатном мероприятии. С лакцами у нас много общего. Мы восхищаемся выходцами из лакских районов, особенно Джамалдин Казикумухский, особенно Сайфуллах Ади Башваров, особенно Ахмед хан Абу-Бакар. Для нас такие светила, к которым надо нам стремиться и стремиться. В целом приятная атмосфера. Мы будем наслаждаться этим мероприятием. Хумаса Барчала. Аплодисменты ваши, народный артист Республики Дагестан, уважаемый Ахмед Ахмедов. لخي كنت أنا أشين وطناليتو غالغا بيني جوا بتلك أنا أشارو مزريتو اختلاط بيني نتيل مز أشارو بتلك أنا بقاني نتيل مز بقان نتيل مز بقاني بتلك أنا بقار نبتش إبين ونوات تولا نتيل وتو إشيني وشايسة ننلول بلاي وخلاي جانبو خوينو ككامبو نبور نتيل مزرالوا بتلك أنتو دعني وسا دهابو Габалей, Бусакуци Учинчеюра. Ахмед Ахмедов, дорогие друзья, пожалуйста. Калаку билаят рей, зунтурду бурбухтулуса, зунталимицая мицайн, саудуру цуртали партиса. لا إله إلا الله رب العالمين الله صورت داني وقابور كالا أرتو يا بوسا يعطل موسل زيد إلتاي المسرو بري بردسا لا إله إلا الله رب العالمين الله قابور دايا چورتو بور
زنزل چنه بوسه چورتلی بکرت دور لهدور درق قلی پری پردیسه لا إله إلا الله رب العالمين الله دور اللو خيري بور دازوزو مدقسه خيري و جزيره بوري پیریدوس علی جنینه بسه لا إله إلا الله رب العالمين الله جزيرة لي شهر بور كيجرتو موسيل بوكسا كيجرتو أهل بور تعالي هرالي چنينا لوكسا لا إله إلا الله رب العالمين الله كالكو بلاية ري زنتر دوبر بختلسا زنتل ميتا ميتين صدور نكسا پرديسا لا إله إلا الله رب العالمين الله تقولوا بنو شانقا بنو بنبا أخلي بلا لخ تلنتيل خناو سرنا بنا هتلا بابنو سناو نتيخانقو لوگ منن بيردوس الجنبولنو زخونقو بوش النيار لقابو خويسا خاليل سخنو. Это Ахмед Ахмедов. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Спасибо. Уважаемая Патимат Алиева, мне подсказывают, что она вместе с нами. Мы просим вас пройти в центр зала для приветственного слова. Руководитель Центра лакского языка Патимат Алиева. Ваши аплодисменты. طول خيرس ملت طول بقى شراب قصة بخلو قلنا نسا لكم أزيا بولا لسا لكرا الملت صالشين برشة بانشي برزو واحد إنوسا شكم بدور الشال يا ربي يا الله ذو القطرة وتلسيس الشا وكون سكنين وكون سخوي مرك أنين وكون خارج سكنين بقى لسناسي قباب النو قطين قنشيرين مولو درتين جاو دكرو خارج الله سك أنتور دم بتقاب النو يا ربي يا الله تا دعويلولتو تا أوكرانيا الأرشارة الأرش دعويلولتو ليرشون تيجوا لجاهل تلشبيز نبيكون تا جاهل ترى الخوشة وششلج وككنو وكون سزالله ومبوتونو يا ربي يا الله كأنت والشعب يكون كين يتقشل كي أرسل زنا قوه سن يتقشل شعب يكون وادك مكسق من درخة كأن دك ركو كلو لقان دانسا سكون سمقروچين سري تيوچين سري داجي تولا دك نيوتو مقرب كلي بقاري يا ربي يا الله تي تن الجنبلونو تي بيردوس الجنة بخنو تي شيء تليشة تن بقى مرتل ماقليج نانسلق الجنبلونو طول خير السميلت ناوچينچي سزازوخ دك نختنو قماسة برچ الله رشال برچ انچه برا بقيشي كوي كان بقي لوغوني كان كوچايف زوراب غسينويچ لكراري اونالول بكچي شورشال مو برچ اولي برا قمر فخرو قمر خرشبو زوراب غسينويچ لول لكو مزري مقلق لقابو قنو دك خاريخوني مو إنسان ورتسألشين لكرال تياتر دنول دولا لسه جمال قاق أنين لوقن ستين لينش عروس غالغت أون لكو مزري أركمي قما غالغت إبيوكسا كجايو زراب لوقن ستين لين لكو مزري غالغبوني حقنو شكون أكانونو باق أني مو باكوتسي لكو مزري اختلاط بوني مو باكوتسي لكو مزري
Barchallah ukunni. Tula chuluha tekniktonu zuk minnet bulle bura. Mez baqqa khurcha millet baqqa shubusle bura. Seynurik ulbant issa juva bixtulsa millet. Bixtulsa lakra millet bushivu. Ali Qayayev galgate yükshivu. Sheikh Jamaluddin galgate yükshivu. Başlarev galgate yükshivu. Yalami gemit arduqa uchinna. Qinnuva lakkum azraxazi yuksa. Shalago uxsonil Kavkazra ustadurksa lingves Isa Khalidovich Abdullayev galgate yuksamaz. Tivanni momaz yaqabulalisa, tivanni momaz qamabitlatisa. Tul khirasa millet, tul khirasa dadaqul, tul surval, ichuva, laklul urjashal, galgat utira qummasa zuk min natricha. Qunasa zanna, laqambunu buru juva dagustane, laqambunu buru lakru, laqambunu buru lakral millet nucha, mu millet mazbaqa khurcha baqasar, tsuksa bussar, elasar juva lakru durchagu, juva julva juva kukulu qanaqisaru, julva juva lah qanaqisaru. Nittil masqama bitsa jumal masqaq ulsa jumal. Dek ruh kharinu, churkhruts ullunu, dek nisa murad Robert Lagley, kharimur khuymur baqa, qakkakle örmülüvu, kharimunia khuymunia galqat ya Rab Allah zul örmür dahanno. Ya Allah zul dek urdivu tsiburi, tsukunsa murad ruburi, zul murad rumi laqlul urjal, خویشو و خارشو ورچه زول لقل الارجین زول مراد رو برتلگنو یا ربی یا الله زول قطراو گو زول دک اردیو گو غلشو چنقا کنو دک رو پرقتشو چنقا کنو خاری سبقا خبر دوزون قبا یا نو یا الله یلون چیم واج عملنین تادع وگو قبهنو تیجل جایل تلگوزن بیکن هر سن القطراو خاری مرخوی مرکنو برچ الله قماس آمین. Дорогие уважаемые братья, уважаемые сестры, все, внимание на экран. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сегодня я хочу вам рассказать об этом объекте. Это наш родной духовный центр. По просьбе и желанию жителей в 2010 году началось строительство этого центра. Затем более 10 лет был перерыв, стройка была приостановлена, и в 2024 году, в октябре, возобновилось строительство этого духовного центра. Кто же участвует в его строительстве? Участвуют практически все. Приходят джамааты с разных городов и поселков. Меценаты помогают средствами. Строительные организации помогают материалом. Очень существенный вклад в это строительство внес наш муфти Ахмад Хаджи Афанди. Он взял на себя расходы по отоплению целого корпуса, а это более 1 миллиона рублей. Администрация тоже не осталась в стороне. Они нам помогли собрать необходимые документы на землю. Не раз участвовали в субботниках и выразили свою готовность помогать дальше. На сегодняшний день вложено более 10 миллионов рублей. Какие направления планируются в нашем центре? Это мадраса, где будут обучаться канонам ислама, хифз, заучивание Корана наизусть, отдел по работе с населением, канонический отдел по решению спорных вопросов, спортивное направление. Также в программе обучения будут светские дисциплины. И в планах создать центр по изучению и сохранению лакского языка, так как это очень важно для нашего народа. Ведь забыв язык, мы забываем свою культуру, свои ценности, историю наших предков и многое другое. В общем сказать, без преувеличения, такого духовного центра для лакцев нет во всем мире. Я хочу обратиться ко всем братьям и сестрам. Для завершения этого комплекса еще немало работ, необходимо еще немало средств. Поэтому просьба откликнуться и оказать содействие в строительстве этого прекрасного духовного центра. Иншаллах, придет время, когда этот духовный комплекс будет в полном объеме функционировать, приносить пользу народу. И все те, кто оказали помощь этому духовному центру, видя все это, радуясь, будут благодарить Аллаха за то, что Он сделал нас участниками этого богоугодного проекта. Пусть Всевышний Аллах нам поможет. Аминь.
Европа زالنو شاننگو جل رایون کولینسکی لاکسکی نوالکسکی رایون و بطوری المتگو جل بور جوا چالچی مچالچی جوا لک سچون بوان کیلچین جوا برو داغستان نه وچین даже Кавказ но چالچین اسلام قامل دوسلک ونیتی میگو جوا کنن کو کولنو بکن جل اسلام ایمان عقدوان قلنا قلنا كنا كوبسين كل ما كنا شال كل شرول بتوري أمود ونيو كن صبر قينو خارينو برا واميرا برياتيلين بنين هرتسا أركشورين بواقعين أرسلوا توسا بواقعين أرجو تيغز شديد وليس جل بواقعين أركنو بيننس внимание цела قدرات شلو دا بين شال بس ليس مو مفتيات المودو خبينس والو هرتسا مدان دو ليس ستريتشر دو وای بواقال قوة شنسا فرقت کن شورول وای نم بوچین شورول هرچه بو کمر جوچان نسوتی الله تعالی نل چوچوسا قدر بشیو ونین دوان ارکن شو سور هرچه درسمانن سور الله تعالی نل الجنة وجم بونو بکن شو قطع. Председатель Совета имамов Кулинского района, уважаемый Курбан Мухаммад Магомедов, мы просим вас пройти к микрофону. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيرس والسرول خيرس لكر الجماعة وشين سمقول مراد بك معنى ديندن منيتو چعمر تطيمر عرش مزده چين بهن سر سانشيرچه قمال گبور قمال بقصگو جول پشمان شيرون جول بچعبه استجاهي جهولت لكم مز زحمت نبوچ اسا قبوچ اسا بر منيتو باغشلاره hiç Çinçevsiye vanava sana sarolikleri şire vanava duhovni centerden bazali لكمز بقى جل دين دقة جل تاريخ لكر التاريخ جو قلوب اللي لخلي يالغو جل مراد بستر لتني كانيكول ارجعرنسا لاغير دوغبون منيتو جمع كيجاكي صبور جل لكر الملة جل لكر المزيبن جوبا كيجاكي ارجعرش لكمز رغلغتي يالغو مي تشوم بوري تانچيرچا جل صنا يلا اركنس زادور جوبا تشون شابو منيتو تننسا قلقانه جلبا ارجو تنشالسا قلبولي يالغو غا جلبا لكرال مينا لكوغي غين تولباغو خاتيابو تنج مارونيسا زورويسا جلبا ارجو بيان بولان غا جلا ميناليسا ارشاره بانيس شرشور شينلغو هچلان مينال منيتو موچلو خمي бурган аркинни تشون شابو хичахич. Я продолжу на русском языке. Хочу сказать в первую очередь, что патриотизм, он основывается на любви, в отличие от национализма, нацизма. Патриотизм основывается на любви к своей нации, национализм, нацизм на ненависти к другим нациям. Как я могу не любить другие нации, если я могу получить много пользы от них для своего народа? Поэтому, если кто-то будет рассказывать про религию ислам, будет говорить про то, что кого-то надо ненавидеть, они рассказывают не про ислам. Потому что основа религии ислам – это любовь. Самым сильным патриотом в истории человечества был пророк Мухаммад саллаллаху. Сказано, что самый сильный, лучший садака – это который ты делаешь самым родным и потом по отдаленности. Величие пророка саллаллаху, величие его личности было в том, что его патриотизм он распространялся не только на весь мир, на всех людей. Он был ниспослан рахматан лиль аламин, сказано, милостью для всех миров. Поэтому это человек, патриотизм которого распространялся не только на свой арабский народ, не только на народы всего мира и на другие миры тоже. И человек, который изучает свою религию, он поймет, что основой любой любви к родному языку, к родной земле, любви матери к детям, любви детей к матери, к родителям. Все, любая любовь источником является сам Всевышний. Он является источником любви, и чем дальше мы от Аллаха, тем меньше этой любви мы в себе будем находить. Если вы хотите убедиться, посмотрите, что в мире на Западе творится. Когда родители продают детей, дети предают родителей. Брат идет против брата, сестра не видит брата, брат не видит сестру.
Поэтому основой всего является духовность. Духовность, источник духовности является религия, данная Аллахом. Поэтому мы, люди от религии, вроде может возникнуть вопрос, почему мы так разговариваем про историю нашего народа, про язык нашего народа. Потому что кто знаком с религией ислам, он понимает, что любовь к родине тоже от религии, потому что сказано любовь к родине от имана. Поэтому хичба хич жулба мурад жула дин кулдаб. Цанчирча лакрал мазрабу бустар ахамса куммаса мак дуакуна десет. Ана чанну баему мак. Вил ахир хердангин дукканно дис. Му махгубу чинаркинне. Цанчирча дуллеса дорил хер ласесар ахир дукса чумбул. Му ахир жулба урмирала сунширул. Ва урму тибамбуллустари жуба цуру жуба тизисару чуннесару кунни беканаркинне. Дабу куртар хуста чумалли хар ласеса. Урму куртар хуста чумалли хайр бучесва урмулул. Муния пикри банаркинне. Эрсулаккин даккар. Лакадуц индан даккар. Чем мы, счастье человека, он не в том, чтобы вкусной едой заполнить желудок. Счастье человека заключается, когда мы сердце заполняем Аллахом. Это состояние духовное. Посмотрите сейчас, в семье нет, где даже по 2 машины тяжело найти, у кого нет. Мы сейчас едим, как раньше цари не ели. Но почему-то мы более разобщенные, меньше счастья чувствуем. Почему? Потому что Аллах в сердце меньше становится. В первую очередь для счастья нам нужно заполнить сердца. Счастье – это состояние духовное. Я лагу Ахмед Ахмеда лукуста балеба он не хазун. Ге махрубуч ин леккумас кулну биканаркинса. Габале ниттия урчан баллеса саессарю бустарю кулну бикангу леккумас зиряркинса. Это же была песня про нашу религию. Что это за порог в небесах золотой? Что это за море синее? Это же море синее, это пророк, это познание религии. Люди, которые оказались в море, это те люди, которые достигли счастья. И именно вот этот порог, это порог милости Аллаха. Кто его достиг уровня познания Аллаха, только он может быть счастливым. Нам надо чуть-чуть вот это старание, которое мы относительно дуньява прилагаем, приложить хотя бы 1/100 относительно ахирата. Чуть придется ложкой дегтя быть в этой бочке меда, которую мы сейчас сегодня слышали. Я человек с Кулинского района. От религии в Кулинском районе работает 2 аварца и 1 лачка. На постоянной основе. Это же наша беда. Вот же где мы должны старания прилагать. Из 14 сел больше половины сел на кладбищах наши предки азан не слышат. Потому что мечети закрыты. Мутаалимы, женатые люди, которые на квартирах живут, впроголодь живут, мы деньги от себя собираем. Если мы их сегодня не поддержим, нам же судный день предъявят. В начале 20 века, когда народ видел мутаалимов, которые с мадраса выходили с мешками, остатки хлеба собирали, мудрые люди говорили, нас беда ждет. Если мы не будем держаться Аллаха, откуда нам счастье? Откуда нам достаток, источником который является Аллах? Поэтому первоочередным нашим обязанностью первоочередной является объединиться именно вокруг духовного. Дуньяльского нам хватает. На русском языке ризка понятие переводится как достаток, когда достаточно, немного. Нам недостаточно, хотя много, а достаток дается Аллахом. Пусть Аллах проявит свою любовь к нам, заполнив наши сердца любовью к Нему. Вот тогда у нас будет счастье. Аминь. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам. Друзья, под занавес нашего вечера, под занавес нашего мероприятия, я хотел бы сейчас пригласить одного молодого человека по имени Сурхайхан. Ему 9 лет, он ученик 3 класса Навалакской гимназии. Сейчас уважаемый Сурхайхан зачитает нам одно стихотворение. Дорогие друзья, Навалакская гимназия, 9 лет, пока еще. Так, пожалуйста.
достойных человечества умов. Истории мы знаем их немало, наследие их праведных трудов нам очень часто помогало. О, Мухаммад, да будет мир с тобой и милости всемогущего владыки. Ты прожил жизнь с тяжелой судьбой, в бою ты часто видел сабель блики. Ты не поэт, ты не писал стихов, грамоте тебя не обучили, но удивительно, как тонко с твоих слов. Коран навеки люди сохранили, и мыслей много нету слов, но точно знаю, я скажу, пророк Мухаммад, милость для миров, саллаллаху алейхи вассалям. На Валакской гимназии. Так, дорогие уважаемые братья и сестры, в завершении. Трудно переоценить вклад лакского народа в духовное и культурное наследие страны гор, в истории Дагестана и всей нашей большой страны. Возможно, сегодня здесь не были названы некоторые великие и достойные имена, но это не значит, что мы о них забыли. Ни одно выступление, фильм или даже книга не способны вместить весь богатый список личностей, прославивших наш народ и продолжающих трудиться во благо общего будущего. Но одно остается неизменным. Духовное и дружеское единство всегда было и остается необходимым условием для созидания, для укрепления общества и достижения высоких целей. Пусть же память о предках, уважение к их труду и любовь к своей земле продолжают объединять нас и сегодня. Дорогие друзья, дорогие уважаемые братья и сестры, мы выражаем огромную благодарность всем вам за поддержку и за участие этого вечера. Вечер, который я могу назвать сегодня праздником. Искренне желаем, чтобы оргкомитет почаще организовывал такие вечера, такие праздники. Так, Гамзалов на этой сцене. Для всех времен и всех миров ислам, религия святая, звучит его целебный зов над душами людей витая. Читая праведный Коран, я на Аллаха уповаю, и в гуще чистых мусульман стремлюсь к божественному раю. В исламе принуждения нет, свобода духа в полной мере. Над тьмой давлеет Божий свет, язычество сдается вере. Столпов ислама только 5, из них нам каждый силы множит. Шахадат, намаз, пост, закят и в Мекку хадж тому, кто может, иншаллах. Гамзалов. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجنا من هاوية يا زكي المنصبين يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجنا من هاوية يا زكي المنصبين يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجنا من هاوية يا زكي المنصبين
يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجنا من هاوية يا زكي المنصبين صلاة الله على الهادي محمد شفيع الخلق في يوم القيامة فطرق الوصل أضحت مستقيمة وأسرار الهوى عندي مقيمة حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي أنت قصدي يا مرادي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي أنت قصدي يا مرادي طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Барчала хумаса, барчала лакрал джамаат, хираса лакрал джамаат. Баракаллах. Ну что ж, дорогие друзья, дорогие уважаемые братья и сестры, выражаем огромную благодарность. Мы не прощаемся, говорим с вами до новых встреч. Меня зовут Азим Давыдов. Я представлюсь всего лишь один раз за этот вечер. Будьте здоровы. Огромное спасибо. Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки. Это эпиграф из знаменитой книги Расула Гамзатова «Мой Дагестан». И это эпиграф, который принадлежит Абуталибу Гафурову, первому народному поэту Дагестана среди лакцев. Его образ стал центральным в этой культовой книге Расула Гамзатова, образ мудреца, который, кстати, знал почти все крупнейшие языки Дагестана. Вообще сейчас мир очень сильно унифицируется, все становится одинаковым. Аэропорты, улицы, магазины, одежда, люди, традиции, все нивелируется. И поэтому так важно возвращение к истокам, потому что в истоках наших фундамент нашей самобытности. Это самое главное, что дается нам на этой земле. Наша непохожесть на других, но вместе с тем наше единство, единство нашей веры, общечеловеческих ценностей, развлечение добра и зла. И сегодняшний вечер показал, насколько хорошо еще дагестанцы знают свою историю, насколько един наш дагестанский народ. Лакский народ – это часть большой дагестанской семьи, и он очень много вложен лакцами в историю Дагестана. И думаю, что такие мероприятия, безусловно, очень важны, и пусть будет благо от этого.